Песня создается несколькими путями. Слова к песне могут быть уже написаны поэтом, предположим, даже несколько веков назад. И современный композитор обнаружил, нашел, узнал эти стихи, эти слова, и они его настолько тронули, настолько вызвали у него всплеск каких-то эмоций, и он решил написать вот музыку к ним. Либо бывают такие случаи, когда композитором уже написана мелодия, а вот слов нету, и композитор обращается к каким-то поэтам, которые вот связаны с песенными текстами, и просит их написать слова к его песне. Либо они работают вместе. На мои слова несколько раз писались песни, но в основном это было сделано без, так сказать, моего непосредственного участия, как вот в первом случае. То есть мной были написаны уже слова, а композиторы нашли эти слова и сами написали мелодию. Но больше всего вот в практике моей мне больше всего понравился совместный труд поэта, то есть автора слов, и композитора. Поэзия — это не то же самое, что текст для песни. Текст — это уже дальнейшая точка развития словесного, как сказать, произведения. То есть композитор, он даже если берет уже готовое стихотворение, какой-нибудь, предположим, поэтический шедевр какого-то автора, все равно ведь он работает над текстом, он пишет музыку, или музыка, им уже написана мелодия, и он смотрит, чтобы они совпадали друг с другом. Это был очень интересный для меня все-таки процесс. Вот, предположим, у меня слова, а композитор говорит: нет, на мелодию не совсем ложится, надо вот подобрать сюда другие слова, как-то подогнать под мелодию. Вот мировая поэзия, она ведь, да любая национальная поэзия, если взять, это огромный такой пласт, и не каждое стихотворение, которое существует, все-таки становится песней. И невольно как бы задаешь себе вопрос, а почему так происходит, и какое стихотворение, какого автора может действительно стать песней, и не просто стать песней, а чтобы эта песня понравилась людям, чтобы она затронула их души, и чтобы в дальнейшем ее исполняли, эту песню. Как вот, например, до сих пор поют песни Виктора Савина, Вениамина Чисталева. Они до сих пор, эти песни, живы. Наверное, все-таки какие-то должны быть определенные или условия, или определенные какие-то качества текста. В первую очередь, конечно, он должен быть задушевным, мелодичным, сам текст даже, который вот готов лечь на мелодию. Еще один участник ее создания — это исполнитель. Он тоже вносит свою лепту в эту песню. То есть их три, этих создателя: поэт, композитор и исполнитель. И у каждого своя доля, свой процент участия в создании песни. Если кто-нибудь из них, предположим, не на 100% выложится, или что-то, какие-то недочеты, какие-то ошибки, неудачи будут при создании песни, то песня, конечно, не удастся, я думаю. То есть все три создателя, они должны совпасть друг с другом и выполнить свою работу на отлично, чтобы песня зазвучала действительно, и чтобы она, как сказать, вот если образно сказать, стала душой народа. На Василее этого года, будучи членом жюри, я убедилась в том, что процесс создания песни — это все-таки очень интересный и очень разносторонний процесс. Мне вот к первому туру дали тексты к песням, и я, не зная мелодии, не видя исполнителя, я оценивала тексты. И мной были выделены как лучшие, предположим, вот такие тексты, как правило, профессиональных поэтов.
А когда я уже услышала песню в исполнении, уже с написанной мелодией, и эффект был совершенно другим. Вот это меня поразило, потому что я не ожидала, что такие прекрасные стихи могут, предположим, так неудачно звучать. Или мелодия, которая абсолютно не раскрывает глубину текста. Были такие случаи. И в то же время, с другой стороны, текст, который мне показался совершенно незначительным. Ну, мне показалось, что этот текст как набор слов, и я была вообще против того, чтобы эта песня прозвучала на празднике, на фестивале. В результате ее так прекрасно исполнили. Исполнитель был таким, ну, харизматичным, как сейчас говорят, и вот это вот все как бы скрыло недостатки текста, и в результате песня многим понравилась. Вот такие парадоксы создания песен бывают.